Гражданская блокада Крыма продолжается. Сегодня 33-й день акции. На Крымский Майдан продолжают прибывать новые участники. Подробности в сюжете. Поврежденную опору линии электропередачи Мелитополь-Джанкой сотрудники аварийной службы ЛЭП и Укрэнерго обещали восстановить в ближайшее время. Однако здесь даже еще не начались подготовительные работы. Линия сейчас находится под напряжением, провода продолжают трещать. В штаб гражданской блокады Крыма продолжают съезжаться люди с разных регионов Украины. Сюда приехали повара из Киева, готовят восточные блюда для активистов блокады. Я как приехал в качестве повара, я обучаю вот таких людей, положительно отношусь. Это их земля. Ну, ситуация такая сложилась, им надо вот так, хотя бы так свой протест показывать. А мы в этом их поддерживаем, полностью поддерживаем. Кроме этого, сегодня на пропускном пункте Чангар прошли учения для бойцов по госпитализации и оказанию первой медицинской помощи. И все. И тогда, как бы... Ну, медицина, она нужна. Все бойцы должны иметь навыки по наложению жгутов, по оказанию помощи себе, бойцу, своему товарищу в любое время. Будем стараться проводить регулярно по мере того, как будут бойцы свободны. Я всегда готова всем показать, рассказать не только нашим бойцам, но и остальным тоже. Крымский Майдан продолжается уже больше месяца. По словам активистов, здесь не обходится без провокаций. Каждый день есть ситуации, когда есть нарушение этих правил, которые установлены штабом блокады. Ну, пытаемся, скажем так, с бойцами найти понимание в людей, то есть объясняем, зачем, для чего это делается. Большинство людей понимают. Гульсум Халилова, Эльвина Сидбулаева, Олег Казыкин, Эльдар Исматов, Заман, АТР.